27 ноября в концертном зале «Россия» состоялся юбилейный 5-й Московский фестиваль культуры народов Кавказа. Праздничное мероприятие позволило гостям проникнуться атмосферой чарующего Кавказа, узнать об исконных традициях его народов и секретах долголетия, а также выбрать свой туристический маршрут. Туристические особенности и достопримечательности региона стали главной темой фестиваля в этом году. Потомок великого русского поэта Михаила Лермонтова, в творчестве которого Кавказ всегда занимал особое место, полагает, что проведение подобных мероприятий крайне важно. Совсем недавно президент сказал, что наша цивилизация – это цивилизация ценностей. Народы Кавказа всегда были цивилизацией чести, доблести, славы, любви к своему народу, любви к своему отечеству. Сегодня мы понимаем, что мы богаты этим наследием. Мы понимаем, что это наследие есть то, что нас соединяет. Но, к сожалению, не так много пространства, где это наследие становится способным проявить себя. И сегодняшняя встреча, сегодняшний форум, если хотите, сегодняшняя миссия людей, которые пришли сюда, показать, что это действительно так, что мы едины в своей культуре. Традиционным организатором культурного события является Российский конгресс народов Кавказа. Сейчас, может, не самое время проводить фестиваль культуры, но вы знаете, даже во время Великой Отечественной войны, даже на фронтах проводили концерты, потому что человек без культуры, он подобен животному. Мы должны сохранять свою культуру, мы должны тянуться к культуре. Цените, любите и уважайте свой народ, свою культуру и нашу большую родину Россию. Передал поздравления от полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе его заместитель, бывший президент Республики Ингушетия Мурат Зязиков. Пожалуй, нет человека, который не испытывал бы чувство любви, привязанности к земле дедов, прадедов, к родной культуре, обычаям, традициям. Но в нашем российском обществе, в нашей российской кавказской цивилизации эти чувства, они шире и глубже естественных чувств, очерченных какой-то одной национальности. И сегодня свидетельство тому, аудитория, зал, и это 5-й по счету уже такой красивый форум. Во время мероприятия состоялось торжественное подписание соглашения между РКНК и Международным культурно-деловым центром Республики Абхазия. В рамках концертной программы выступили прославленные танцевальные коллективы и именитые артисты, среди которых Государственный академический хореографический ансамбль танца «Березка», Государственный академический заслуженный ансамбль Дагестана «Лезгинка», участник проекта «Голос-2015» Эмиль Кадыров, заслуженная артистка России, народная артистка Чечни Мака Межиева, хор Сретенского монастыря ансамбль «Сулико». Среди почетных гостей вечера были член Общественной палаты России Антон Цветков, посол Малайзии в России Дато Хаяти Исмаил и постоянный представитель Республик Северного Кавказа при президенте.